Салам алейкум, дорогие подписчики. И насчет это хиджама кровопускания, как хотела это вас это тоже сообщить. В хиджаме есть исцеление. Я в книге читала, кто впервые был в космосе, кто был впервые в космосе. Это наш пророк Мухаммад, салам, он был впервые в космосе. До Гагарина. Все они в мире считают, что кто впервые был в космосе, Гагарин. А до Гагарина был наш пророк в космосе. Его ангели взяли это ночь, это вознесение, как это с это Мекки к это Иерусалим. Вместе с Раджаб 27-го это ночь, 7 это день, ночь это месяц Раджаб. Был это пророк Масасалам, это вознесение с Мекки, это Саудовская Аравия, к это Иерусалим, да? Сейчас это Иерусалим, как это Израиль еще это называется. Вот. А в эту ночь, когда пророк Масасалам, после того, что он встретил там ангелов, пророков на небесах, и показывали ему это ад и рай, когда при это возвращении, при прощении, когда он говорит, как поворачивал это к ангелам, что прощаться с ними, каждый из них это сказали: «О Мухаммад, скажи своей ума, что они это проводили, это процедуру хиджама». Вот, это хиджама, про хиджама больше 400 это хадис от пророка передается, что в хиджама есть это исцеление, сделайте хиджаму, когда температура повышается, сделайте хиджаму, когда голова болит, сделайте хиджаму, когда повышение это давление, сделайте хиджаму при гипертонии. В хиджаме есть это кровопускание, есть это исцеление. А вот это дни, которые есть еще, это специальные, это, что в месяц один раз это будет, это полнолуние, когда полнолуние 15 эти дни, потом 17, 19, 21 эти дни. День это когда полная луна 15, потом уже на 17, 19, 19, 21. Это самые лучшие дни. Тоже есть хадис от пророка сам. Если кто из вас хочет сделать это хиджама, кровопускание, сделайте в эти дни. В эти дни самые лучшие это дни для хиджама, для кровопускания. Вот. Еще про хиджаму тоже сейчас в мире они как это практикуют. Весь мир уже знает про это кровопускание. А вот это про это процедура. Эта процедура была во время нашего пророка. Это это исламская это медицина, это считается. Это одно. Второе, что это по сунне. Это хиджама, это сунна. Сунна это что обозначает? Значит, впервые кто сделал это хиджама, наш пророк Мусалам сделал. Потом он научили это сподвижники пророка сделали. Пророк Мусалам тоже это, когда голова болела, сделали. Еще когда это у него, это его, это как это отравили это ядом, да, тоже как это сделали, это хиджама тоже спасла, помогала спасти пророка от этой яд, который это мясо, как это отравили наш пророк Мухаммад. Вот, поэтому хиджама есть исцеление. Если кто не сделал, это не раз, это как это не видел, это хиджама, это очень, как это говорят, ну, наши как простые слова, что очень полезная процедура, очень какая-то дает это эффект. Так что, ну, надо обратиться к специалисту. Специалист, который это уже практикует, у кого есть это медицинское образование, у кого есть сертификат, который он или она прошел или прошла курс это хиджама. А хиджама у нас это делится на это и лечебная хиджама, и косметическая хиджама. Лечебная хиджама это все это органы тела можно, это на груди, на живота, на спине, на нога, на руки можно, это лечебная хиджама, это на голову, это, на голову это можно это сделать хиджама. А вот косметический хиджама это на лицо и на это, это руки, кисти, это, да, кисти делают это косметическая хиджама. Косметическая хиджама у нас это на лицо и на кисти. А вот лечебня на остальные это органы, это организм, органы тела. Так что вот так, насчет хиджама хотела давать вам тоже это информация. Это очень это полезная это как это процедура, и это этой процедуры есть исцеление. Благодарю за внимание, не забываем ставить лайк, подписаться и поделиться.